Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать вам о событиях из истории ТА СССР. 4 апреля 1926 года в Казани появилось легендарное общество «Динамо». Оно сразу же организовало секции по футболу, легкой атлетике, боксу и другим видам спорта. Затем пошла череда побед, которая не заканчивается и сегодня. Лучшими в России и мире становятся динамовские команды по хоккею, волейболу, гандболу и футболу. В этот день, 57 лет назад, случилась авиакатастрофа. Недалеко от Казани упал самолет Ил-18В. Он летел из Москвы в Красноярск. Пролетев Лаишево, экипаж перестал выходить на связь. Выяснилось, что самолет вошел в поток облаков и потерял тягу. Так и не смог выровняться. В 4:30 утра он ударился о заснеженное поле близ села Урахча Рыбнослободского района. Все 67 человек на борту погибли. Такие события были в истории, а мы возвращаемся в настоящее. На дачу бьют все рекорды. А тут дома. На даче такая же изоляция. Живешь один, соседей нет, соседи за забором. Чем занимаются дачники на самоизоляции, узнала Вероника Гайнудинова. Внесут, засеют, удобрят. Поле хорошее, нормальное поле. Республика продолжает весенние полевые работы. Какие районы самыми первыми начали сеять, узнал Рамиль Шайдулин. Найдут общий язык с каждым. Начали 5 дней назад. Мы пришли, то есть мне вот девушка позвала сюда. Как в Татарстане иностранцы пополняют ряды волонтеров, увидел Рамиль Галиуллин. Переполох в зоопарке. Наши львицы, они недавно устроили веселую жизнь нам. Пока люди сидят по домам, звери наслаждаются жизнью. О развлечениях животных Наталья Мезина. Количество зараженных коронавирусом в России достигло 4700 человек. За последние сутки выявлено 582 новых случая. По данным ВОЗ, в мире коронавирусом больны больше 1 миллиона 100 тысяч. В Татарстане за сутки не выявлено ни одного случая заражения. Как COVID-19 менял нашу жизнь на протяжении недели и как росли цифры за минуту, все расскажет Салават Мухаммадуллин. Итак, что мы имеем к концу недели? Почти 3500 новых случаев по России. Если в прошлую субботу зараженных в стране было 1200, то на сегодня 4700. В Татарстане за 7 дней плюс 11 человек с диагнозом COVID-19. 30 марта в Татарстане был введен режим самоизоляции. Вслед за Москвой мы научились покидать дом по СМС-разрешениям или при наличии справки с места работы. В 14 городах республики ограничили движение. На границах появились блокпосты. Во вторник Госдума увеличила штрафы за нарушение карантина и самоизоляции. С 1 апреля минимальный порог вырос со 100 рублей до 15 тысяч. Уже есть первые оштрафованные. Решил просто прогуляться. Далеко от дома ушли вы? Ну да, далеко. В четверг мы внимательно послушали Владимира Путина. Он продлил нерабочие дни до 30 апреля. Решения по усилению или ослаблению мер возложены на руководителей регионов. Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. В пятницу Рустам Минниханов отменил абонентскую плату в детсадах на нерабочий период. Всем, кто уже успел оплатить, сделают перерасчет. Соблюдать порядок, иметь при себе документы. Правительство России опубликовало постановление с правилами поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайного положения. В документе 7 пунктов. В них алгоритм поведения граждан. Например, каждый гражданин при введении режима ЧС обязан предъявлять по требованию уполномоченных лиц паспорт и разрешение временно покинуть территорию самоизоляции. Несмотря на сложный период, президент Татарстана поручил оказывать полную поддержку дачникам и садоводам. В этом году в Татарстане продолжит ремонт как внешних, так и внутренних объектов садовых товариществ. Об этом говорили в Доме правительства. Президент заявил, что поддержка СНТ – одна из важнейших задач. И как сейчас многие из-за нерабочих дней выехали на дачу, Рустам Минниханов поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи разрешения на продажу саженцев, семян и рассады. Как бы тяжело нам не было, надо поддерживать. Это основная часть людей, которые нуждаются в поддержке, которые благодаря своим присадебному участку обеспечивают себя свежей продукцией.
Поездки на дачу бьют все рекорды. Именно такую цель чаще всего указывают татарстанцы в цифровых пропусках для выхода из дома. Дачный сезон в этом году начался на месяц раньше. Чем дачники занимаются на садовых участках, увидела Вероника Гайнутдинова. Яркое солнце, тепло, в общем, прекрасная погода на улице. Сообщением цель номер 6 отправлена, и вот дорога к садовому участку открыта. Вы на даче. Пожалуй, это одно из самых лучших мест для самоизоляции. Здесь у нас абрикосы посадили недавно. А еще редиску, черемшу и салат. Все, что уже можно посадить на грядках. Так проводят режим самоизоляции Юсуповы. Для них дачный сезон уже начался. Неделю дома провели, говорят, заскучали. А тут свежий воздух. После работы баню можно затопить. Есть где разгуляться и помощнику Ричи. Планируют здесь провести все время самоизоляции. Сосед скважину пробурил, водой обеспечивает. Проблем с водой нет, с электричеством нет. А что делать-то дома? На даче такая же изоляция. А вот на даче Андрея Картинского пока ни воды, ни света. Запустить обещают только в начале мая, когда и стартует официально дачный сезон. Несмотря на это, он на своем садовом участке. Здесь простор, никакой коронавирус не страшен. Лучше поработать на природе, чем сидеть в городе, говорит дачник. Ведь нет контакта близкого с соседями. Ты находишься на большом расстоянии довольно-таки. Поэтому и для здоровья это очень полезно на свежем воздухе находиться. Работа в самом разгаре и у Людмилы Фатхудиновой. Маска, перчатки, защита от вируса даже на даче. Сегодня приехала сюда в первый раз. Говорит, нужно все проверить, территорию почистить, а уже потом можно и остаться. Тут, во-первых, никого нет. Так что вроде бы и получается самоизоляцию. Нет контактов, нет возможности заболеть. А вот чем себя занять на даче всегда найдется. Вероника Гайнутдинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Не сеять панику, а сеять пшеницу, посоветовал министр Марат Зяббаров. В эти дни республика приступила к весенне-полевым работам. 2 района уже засевают яровые, другие ведут подкормку многолетних трав и озимых культур. На месяц раньше началась вегетация. Создает ли это трудности, узнавал Рамиль Шайдуллин. Ярко-оранжевый кузов и 6 крупногабаритных колес. И это не последний писк инженерной мысли, а незаменимый помощник нурлатских аграриев, например, Азата Гарипова. На этой машине механизатор распрыскивает удобрения. У меня 3-й сезон. Поле хорошее, нормальное поле. Нурлатцы приступили к подкормке. Одними из первых в республике. Заняты 4 хозяйства. Им предстоит обработать больше 27 тысяч гектаров. 2500 многолетка. 1 центнер на гектар тоже выносить надо будет. А вот в Буинске бараную дзяпи уже сеет яровые. Здесь работы начали на 3 недели раньше срока. У нас объемы большие, только яровых, зерновых. У нас около 10 тысяч гектаров, но и другие культуры. Нурлатские и Буинские районы самыми первыми начали сеять яровые. Об этом говорит министр сельского хозяйства. Все остальные закончили или продолжают подкормку озимых и многолетних трав. Озимые были посеяны на площади почти 500 тысяч гектаров. Они с зимовки вышли в хорошем состоянии и началась их вегетация. Фрагменты на экране. Своевременное внесение удобрений помогут нам сохранить их потенциал. По данным Минсельхоза, на сегодня подкормлено 334 тысячи гектаров. Это 69% от плана. Лидеры Заинский и Сармановский, Тетюшский, Чистопольский и Тукаевский районы. Рамиль Шайдуллин, Светлана Звонарева, Зульфия Галиуллина, Ильнур Зиннуров, ТНВ, Нурлатские, Буинские районы, Казань. Общий язык с каждым. В Татарстане растет количество волонтеров, которые помогают тем, кто находится на самоизоляции. Так в ряды добровольцев в Казани вступил студент из Испании. Карлос де ла Морена доставляет пожилым все необходимое. О людях, готовых всегда прийти на помощь, Рамиль Галиуллин. Вот самое то. Экипировку получил, теперь обязательный инструктаж. Карлос де ла Морена, 3-й курсник КФУ. Приехал в Казань из Мадрида 4 года назад. Русский освоил всего за год. Говорит, коммуникация – главное, чему учит волонтерство. Познакомились, ребята очень добрые. Получается, это мой 4-й въезд. Мы это начали 5 дней назад. В волонтерские ряды Карлос привела его возлюбленная Мингли Гапурова, родом из Туркменистана. Такой интернациональный союз сложился в университете. Как-то учились вместе на потоковых лекциях и в доме в одном живем. Предложили, кто остался в Казани, может, кто хочет помочь и заняться волонтерством. Конечно же, я сразу проявила интерес. Карлосу было тоже дома скучно, я решила с собой его взять. После каждого соприкосновения с поверхностями руки обрабатываем антисептическим раствором. Теперь они словно группа быстрого реагирования. Перед выходом обязательный контроль температуры и только потом отправляются на добрые дела.
Сегодня вот бабушка заказала вот воду, груши, яблоки, картошки. И далее по списку. Вроде бы самые обычные продукты, а для пенсионеров, сидящих в самоизоляции, неоценимая поддержка. Вам это на самоизоляции не скучно? Есть телевизор, интернет, смотрим. Не только привезли продукты, но и быстро нашли темы для разговора, пусть и по телефону. Из-за коронавируса пенсионерка боится открывать дверь. Тут продукты оставим, и приятно вам посмотреть тогда, и хорошего вечера. О том, как важна помощь, Карлос знает не понаслышке. Коронавирус сейчас бушует и в Испании. Признается, волонтерство помогает отвлечься. Раз в день созваниваю с родителями, и говорят, что ситуация очень сложна. Вот, то есть у нас в Испании на один момент уже 120 тысяч зараженных. Пока что никто не заразился из моих родных. Вот, и надеемся, что ситуация скоро закончится. Прийти на помощь тем, кто находится дома, готовы добровольцы по всей республике. С начала самоизоляции волонтеры ОНФ выполнили больше 700 заявок. Зарегистрировалось очень много волонтеров, порядка 300 – это Казань. Естественно, некоторые работают посменно, некоторые приходят и помогают нам каждый день. К сожалению, это такая общая беда, и все понимают значимость работы, которая сейчас ведется. Воспользоваться помощью можно, позвонив по номеру, указанному на экране. Рамиль Галюлин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Добрые дела и приятные подарки. Сегодня один из предпринимателей в Казани преподнес медикам инфекционной больницы 650 роз. Таким необычным способом владелец цветочного магазина поблагодарил тех, кто день и ночь борется против распространения коронавируса. Свой добрый поступок предприниматель оставил анонимным. Очень поднимает настроение, воодушевляет. И особенно, когда цветы в руках женщины, это всегда очень приятно после трудового напряженного дня получить такой кусочек внимания и благодарности. Коронавирус пополнил список тех заболеваний, что уже были на нашей территории. В столетней истории ТССР эпидемии случались не раз и не два. Как боролись, чем лечились, почему не паниковали? Историю болезни изучил Салават Мухаммадуллин. Начало 1920-х в республике, да и во всей стране царит голод. В ТССР начинаются эпидемии холеры, и сразу 4 видов тифа. Заражены десятки тысяч человек. Население массово дезинфицируют. Вот один из способов – походы в баню. Это очередь в одну из них. С собой все берут веники и тазики. В борьбе с болезнью все средства хороши. Столовые и медкабинеты от американцев, дезинфицирующие камеры, массовая вакцинация. Правда, в селах делать прививки соглашались не все. Врачам приходилось уговаривать население. Бывали казусы, когда приезжающие врачи острым скальпелем делали на плече ребенка острый надрез, тогда не было шприцев, и буквально вот в этот вот надрез они вкладывали небольшое количество порошка детрита, необходимого для борьбы с оспой. А родители после того, как вот такая манипуляция проводилась, они часто вымывали детрит из вот этой вот ранки. Так что это время борьбы не только с эпидемиями, но еще и с предрассудками. Победить оспу и массовый голод удалось только к середине 20-х. Годы войны, и ситуация повторяется. Недоедание, отсутствие лекарств, социальной и медпомощи, особенно в деревнях. Без еды невозможно, а потому люди начали употреблять больных животных. В 1943-м вспышка сибирской язвы, а через год эпидемия септической ангины. Я могу даже сказать, что мой дед умер от септической ангины, мой дед Ахмед. Моя тетя Наджия болела. Во многих деревнях был объявлен карантин. Людей, заболевших септической ангиной, заперли в этих бараках, не бараках, в школах, их лечили. Так удавалось локализовать очаги болезни. В городах помещения обрабатывали хлоркой и спиртом. Искоренить эпидемию помогли и подоспевшие к концу войны антибиотики. Голод, холод, ни ошарка, ни витамин, ни что, ничего. А как мы жили, я не знаю. Так Амина Галиева вспоминает уже 60-е. Во времена оттепели, по ее словам, в села пришла корь. Дети снова были на домашнем карантине. Врачи опять пошли по домам. 2 детей рожала в 60-м году, 63-м году. И в то время они у меня тоже заболели всякие эти корью, чаща. Какую-то мазь нам выписали. Каждая медсестра каждый день приходила.
Приходили, намазали, у меня такие маленькие дети, да, намазали на каждой болячке. И это удалось пережить. Вообще тогда в ТССР было сразу несколько вспышек. И ТИФ, и гепатит, а за 2 года гриппом и ОРЗ заразились почти 1 миллион человек. У Нины Захаровой тогда была малярия. Говорит, перепробовали все. В ход шли народные методы. Таблетки уже не помогали ничего. Сколько уж я там лежала, я не знаю. И вот кто-то маме... Посоветовали и подсказали, что напоить меня вот коневым соком вот этого вот свежего кала. Ближе к 70-м в СССР вспышка холеры, но республика прогремела с ней на всю страну уже в 21 веке. Советский район Казани, Азино-1. Когда-то на этом месте был пруд. Сейчас уже не верится, но в 2001 году примерно отсюда пошла вспышка холеры. Еще днем 3 подростков купались в водоеме. Уже вечером их госпитализировали в инфекционную больницу. Минувшие выходные распространилась инфекция. Несмотря на то, что в пруду купание было запрещено, многие жители микрорайона спасались днем от жары. И в народе начинается что-то похожее на панику. Люди боятся пить воду. По сообщениям СМИ, 30 июля от холеры умирает 40-летний мужчина. Вспышка переходит в Высокогорский и доходит до Алькейского района. В итоге заболевают 52 человека. В некоторых дворах даже были такие нарушения санитарного режима, что приходилось и детей подбирать, и какие-то семьи под особый контроль помещать. Под контроль были взяты в том числе вот все водозаборы. Я помню, как мы неоднократно выезжали. Экстренные меры позволили справиться с холерой за 2 месяца. Место очага сожгли, засыпали землей и хлоркой. Сейчас об этом здесь ничего не напоминает. Так что эпидемии, карантины и усиленные меры безопасности были уже не раз в 100-летней истории ТССР. И, как показывает практика, паниковать не стоит. Достаточно придерживаться советов врачей, соблюдать правила личной гигиены и думать не только о себе, но и об окружающих. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Мамадышский, Высокогорский районы и Казань. Пока людям встречаться запрещено, в зоопарках по всему миру животные собираются компаниями. Пингвины путешествуют из Антарктики в Африку, а делегации фламинго осматривают аквариум. Как развлекаются дикие звери во время самоизоляции посетителей, увидела Наталья Мезина. Это наша леопардовая черепашка, это нашим большим черепахам. Все очень свежее, вкусное. В меню экзотические фрукты и свежие овощи. Такой обед сегодня себе заказали маленькие сурикаты и черепахи. А что? Могут себе позволить, ведь в зоопарке отпуск. Наши львицы, они сами по себе весьма молодые, активные, и они тут у нас недавно устроили веселую жизнь нам. Они раскопали на улице большой камень из полимербетона, который как декорация у них был установлен в вольере. И начали там лазить внутри, потому что там есть такая полость большая. Если для одних животных самоизоляция – это время для веселья, например, змеи теперь смело вылезают из укрытий, то для других – это возможность наладить семейную жизнь. Для нашей пары белоголовых сипов карантин, конечно, он является благоприятным временем. Они сели на гнездо. Мы надеемся, что в такой тихой мирной обстановке, которая сейчас царит в зоопарке, они все-таки высадят своего птенца. Сейчас животные зоопарка, конечно, скучают по своим гостям. Например, казанские львы не понимают, куда же делись их маленькие друзья. Для того, чтобы люди, сидя из дома, смогли наблюдать за жизнью своих любимцев, например, московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию. Теперь московские сотрудники ежедневно записывают кормление и тренировки с животными, проводят экскурсии для зрителей и выпускают некоторых животных из вольера. Прогулками по зоопарку теперь наслаждаются животные во всем мире. Сотрудники устраивают питомцам путешествия из Африки в Антарктику. Так, например, в американском зоопарке делегация пингвинов отправилась на осмотр своих владений. Такой же компанией прошлись и розовые фламинго. А в Коннектикутском аквариуме морской лев долго удивлялся встрече с ящерицей. Пока звери веселятся, маленькие посетители скучают по ним и даже пишут письма из дома. И, конечно же, ждут скорой встречи. Наталья Мезина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Вот так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Ну а сейчас все самое интересное в интернете за неделю увидите в традиционной субботней рубрике «В сети». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и берегите себя. Всем привет! У вас спина белая? Ладно, хватит уже этих первоапрельских шуток. Коленки сзади грязные. Еще одна неделя самоизоляции подошла к концу, а впереди еще 4 такие недели. Это не 4 недели отдыха, а 4 недели самоизоляции. Самоизолируемся, друзья. Ну, а кто уже самоизолировался, перебрал все вещи в доме, посмотрел все сериалы, выгулил 50 раз свою собаку за сутки, пожарил на балконе шашлыки, посмотрел видеоуроки по изготовлению масок и уже не знает, что делать, то, друзья, усаживайтесь поудобнее и отложите свой смартфон в сторону, ведь в ближайшие 5 минут он вам не понадобится. Это рубрика «В сети». Начнем. Самая, наверное, шокирующая новость. Легковой автомобиль в Казани влетел в подъезд. Причем не просто в тамбур подъезда, а прям на лестничную площадку. Я понимаю, в это трудно поверить, но посмотрите сами. Видимо, водитель был настолько одержим самоизоляцией, что хотел сразу заехать на машине в квартиру. В комментариях очень много версий. Кто-то пишет, что заказал доставку еды на дом, попросил побыстрее. Вот и результат. Или вот таксист самоизолировался и теперь работает на удаленке. Как вы знаете, много чего уже в городе не работает, но банки продолжают. Давайте посмотрим обычный будний день в банке. Прием проходит на удаленном расстоянии, все отлично. Вот как происходит передача документов. Самое интересное, как ей обратно бросят этот паспорт. И если она, например, деньги снимала, их ей тоже бросят. Издательство одного казанского журнала, видимо, пересидели уже дома. Они на этой неделе презентовали резиновую куклу для взрослых. Ее зовут Алсу, и говорит она голосом Лейны. Это которая поет «Малай на белом барсе». Словарный запас у нее не особо большой, но, думаю, резиновой кукле больше слов и не нужно знать. Нужно еще для представительниц прекрасного пола выпустить куклу с голосом Решата Тухватуллина или Салавата Фатхетдинова. Вот тогда будет мощно. Вообще неплохая первоапрельская шутка. Любители искусства, которые находятся на самоизоляции, запустили челлендж «Музей идет к вам», где пользователи делают косплеи на известные картины, то есть пытаются воссоздать известные произведения искусства из подручных средств. Получилось очень даже интересно. Если кто-то дома, сидя на изоляции, что-то придумывает, то кто-то уже просто устал и хочет в школу. Я очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Я вас соскучился. Вы не болеете. Поэтому, друзья, давайте будем соблюдать режим карантина, чтобы этот мальчик пошел поскорее в школу. А вы знали, что если долго сидишь дома, то начинаешь придумывать различные слухи и распространять их по интернету? Вот так, например, кто-то сказал, что имбирь помогает против коронавируса. И как вы думаете, что? Правильно, цены на имбирь подскочили аж в 10 раз. Пользователи делятся ценами на корень имбиря. Где-то он стоит 3000, где-то 3800, а где-то и вовсе 5400. Так, Валер, у тебя же после ролл имбирь остался? Не выкидывай, пожалуйста. Друзья, не распространяйте, пожалуйста, недостоверную информацию. Вот, например, житель Бугульмы уже пойман и наказан за распространение фейковой информации, касающейся коронавируса. Решил хайпануть парень? Ну, хайпанул. Наш трафик. Как минимум с 3 нулями. А вообще от всего помогает наш татарский эшпешмак. Даже голливудские супергерои предпочитают его, нежели их чизбургер. Напоследок вам песня про карантин. Друзья, будьте здоровы, сидите дома и, самое главное, будьте в сети. Пока! Рака возле кассы атака. В маске ты уже не кретин. Хорошо, что половина России сходить успела на шашлыки. В тот день, когда все заразились,
Агрофирма Атабаевская реализует суточных гусят и утят, яйца гусиные и утиные. Недорого и с доставкой. Телефон в Казани 212 11 53. Журнал «Теле7» расскажет, как организовать свое время и быт в условиях удаленки. Чем занять детей во время карантина. Какие необычные блюда из привычных продуктов приготовить дома. Какие экскурсии совершить онлайн. Об этом и многом другом в журнале «Теле7». Я вообще-то смотрела. Ну, и кто здесь свинья? Уи, HD. Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Здравствуйте! В воскресенье яркое солнце выглянет из-за облаков, но станет прохладнее. Об этом чуть позже. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и со скидкой 20%. Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 апреля на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет малооблачно, но возможен небольшой дождь. Температура станет ниже. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также малооблачно и сухо, но похолодает по сравнению с прошедшими сутками. Жителей Агрыза, Менделеевска, Коктаныша ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. Дневная температура плюс 9. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси будет ясно, без осадков и до 7 тепла. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном холодный атмосферный фронт немного остудит воздух, около 6 тепла. Вероятность осадков будет небольшой. В центральных районах республики, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше малооблачно, без осадков, температура понизится. В предстоящие сутки в республику начнет поступать более прохладный воздух, и столбики термометров вновь понизятся. Но, тем не менее, сохранится довольно теплая погода для этих дней календаря. В понедельник температуры станут еще ниже, но осадки по-прежнему маловероятны. В воскресенье в Казани ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью -1, а днем воздух прогреется до 8 градусов со знаком плюс. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха 42%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом все. Пусть эти выходные подарят вам положительные эмоции и тепло близких людей. Пожалуйста, останьтесь дома. Берегите себя и свое здоровье.